Я поклявся кров обмити з ран твоїх, народи мій. Бо чому повинні гнити братчики мої в ярмі? І якщо в житті спокійнім не терпітиму за них, кров гаряча до краплини висохне нехай в мені. Я поклявся світло правди в темний край принести мій. Бо чому не може брат побачити в пітьмі? І якщо від цього горя не болітиме мені, то нехай наплачу море, як кривавими слізьми. Я поклявся, давши слово за народ померти мій, втишити його в недолі, сльози витерти рісни. Бо якщо я навіть ханом буду жити сотні літ, все одно пора настане в землю полягти мені. Доброго вечера. Мы продолжаем «Бугюн». Сегодня праймовый информационный эфир на телеканале АТР. И в последней части нашей программы нашим с Ирой Ромалийской гостем будет прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов. Селям алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Гюндуз, я вообще хочу начать этот кусок нашего эфира не с вопроса даже. Я просто много читал перед тем, как вы пришли в эту студию, о том, что очень много людей надсмехались над тем, что прокуратура Крыма возбудила уголовное дело, как писали, против Сталина и Берии, но дело по факту геноцида крымско-татарского народа 1944 года. Так вот, я хочу сказать лично я, и все крымские татары, которых я знаю, они хотят, чтобы это дело было расследовано, и чтобы хотя бы, если у нас нет Нюрнбергского трибунала, такого аналогичного по всем сталинским преступлениям, мы не можем этого сделать, то хотя бы под таким преступлением, как Голодомор и геноцид крымских татар, все-таки был какой-то юридический результат. Я благодарю и лично вас, и ваших сотрудников за то, что вы за это взялись. И я призываю вас не слышать насмешек вот с этой стороны. Ну, на самом деле, я, честно говоря, на это не обращаю внимания. Мы продолжаем расследовать данное производство, и я думаю, что оно будет иметь свое логическое завершение. А коли воно було розпочате? Воно було розпочато в 2015 році. Так, просто це ж не нове, так? Да. Було звернення спілки ветеранів, офіцерських ветеранів, якщо пам'ятаю я. І по зв'язку з цим було розпочато кримінальне провадження. Рік тому спілкувалася з заступником прокурора Крима Петро Коваленко. Був такий, і він не працює вже зараз у вас. Так, да, він зараз на пенсії. І от він рік тому розповідав, що ця справа розслідується і таке інше, і казав, що передадуть до суду до кінця року, тобто минулого, 2016-го. Чому досі розслідується, чому не було передано тоді? Вам відомо? Ну, я не могу комментировать то, что говорил господин Коваленко. Могу сказать одно, что на момент, когда меня назначили, по данному производству даже экспертиза была не назначена. То есть только возбуждено дело и все? Только было введено в единый реестр, и было несколько людей, скажем так, допрошено в рамках данного производства, и тех, которые проживали на территории Киева. И не более того. И активно начало следствие вестись именно начиная с конца 2016 года. То есть именно тогда активно началось вести следствие, и, естественно, и была назначена демографическая экспертиза. А як це буде відбуватися? От що це, по-перше, що це за демографічна експертиза? І яка буде доказова база? Ну, это как раз эта экспертиза и является одна из доказательных баз. В связи с чем была назначена эта экспертиза? Для того, чтобы определить, имело ли место от самого факта гибели людей и самого геноцида. То есть для этого и была назначена эта экспертиза, для установления количества погибших Тобто, що було стільки людей, стало стільки, і якийсь зв'язок з депортацією провести, і це мають зробити експерти які?
Це науковці, якісь з Совершенно, демографії, да, да. так? Дело в том, что если вот судить именно по тому, что мы делаем, то по сегодняшний день никто же не давал правовую оценку. Даже хотя парламент определил о том, что это событие имело место геноцида. Дал политическую оценку, но Да. Совершенно правовой-то верно. нет. А Да. правовой Ну, оценки историки никто не дал. свою. Факт в том, что это действия были преступными. О том, что в отношении крымско-татарского народа реабилитация данного народа, она не была осуществлена по сегодняшний день. То есть это решение, которое в данный момент было принято прокуратурой еще в 2015 году, оно, на мой взгляд, вполне законно и закономерно, то, что сейчас происходит. И сама цель не в том, что там гоняться за мертвыми, либо не за мертвыми людьми, как разные есть оценки по этому поводу. Сама цель прокуратуры – это чтобы восторжествовала историческая справедливость. Это для нас самое главное. Важно, чтобы люди знали о том, что эти действия властей того периода были преступными. А як це буде далі? В який суд і хто буде обвинуваченим? Чи це буде посилання до Росії як правоприємниці Радянського Союзу, чи як? Дело в том, что, как я ранее неоднократно говорил, мы, когда расследовали это дело, мы изучали аналогичное дело, связанное с Голодомором. И сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым изучили свыше 360 томов, которые находились в Киевском апелляционном суде по этому производству. Но она расследовалась по старому уголовно-процессуальному законодательству. Сейчас у нас новое уголовно-процессуальное законодательство, в рамках которого прокурор, если виновные лица установятся, что они умершие на тот момент, когда мы будем оканчивать это производство, то может самостоятельно принять решение о прекращении данного производства. Если не будет сторона та или иная подавать заявление для реабилитации этих лиц. Хотя есть конвенция, которая говорит о том, что по таким делам, а геноцид это является той категорией дел, которые предусматривает, во-первых, хотел бы сказать, что она не имеет срока давности, для того, чтобы все знали об этом, она может рассматриваться и в суде. То есть ближе окончанию данного производства мы примем решение по этому. Будете розуміти, що Но робити далі? результат это будет приговор, я правильно понимаю? Приговор Чи суда. закриття справи? Нет, если не будет установлено живых лиц, которые были причастны к данному преступлению, то, естественно, это будет прекращено в связи со смертью данных виновных лиц. Но оценка юридическая как будет дана в конце? Оно, ну, я же говорю, может даваться в рамках того же производства, который, скажем так, прокурором, который осуществляет процессуальное руководство, либо судьей, который будет рассматривать дело по существу. А хто буде потерпілими визнані? Саме тих, хто депортували, чи може їх діти, онуки? Ну, у нас так на сегодняшний день, чтобы вы знали, около 64 человек уже признано потерпевшим в рамках уголовного производства. И это в основном сами очевидцы. Они в разных возрасте были, когда их депортировали в Среднюю Азию и в Россию. Мы этих людей устанавливаем, допрашиваем и признаем в качестве потерпевшего. Ну, одна из них как раз была на приеме у генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко, которая, я думаю, без купюр рассказала эти страшные на то время события, которые произошло с ней и с ее семьей. От все ж таки повернуся до того своєї розмови з Петром Коваленко. Він тут казав, що після ухвалення ми проведемо всі необхідні розслідування, передамо справу до суду. Після ухвалення судом відповідного рішення громадяни зможуть через європейські суди звернутися до правонаступника Радянського Союзу, Росії і вимагати допомогу. Ну, компенсацію, я так Компенсацію, розумію. Ну, Така здесь, процедура можлива? ну, это дело каждого из людей, которые будут признаны по делу потерпевшему. Говорить, что это гипотетически можно, ну, это как бы не совсем корректно будет с моей стороны говорить. Зрозуміло. Чим ще займається прокуратура Криму? Якими резонансними справами? Ну, у нас все справы являются резонансными, поскольку ситуация такова, что, как вы знаете, территория в данный момент является оккупированная, и в данный момент для нас приоритетное направление – это преступления против основ национальной безопасности и обороны, по которому мы активно проводим досудебное следствие, и в том числе и военные преступления. Это нарушение норм международного гуманитарного права. Это два таких активных момента, по которым мы, прокуратура... Вот первая часть, о чем вы сказали, это, грубо говоря, так, ну, по-простому, предатели, так? Ну, их можно и так называть, государственные изменники.
Вот в отношении кого ведутся дела, каков круг этот лиц, насколько он велик, да, и на какой стадии находятся какие-то, ну, важные для вас дела, которые вы ведете с момента назначения вашего? Ну, если говорить с момента моего назначения, то на сегодняшний день правоохранительными органами Автономной Республики Крым, я имею в виду, это прокуратура, СБУ и полиция, которые, согласно решения РНБО и указа президента, были передислоцированы в материковую часть. Окончено на сегодняшний день 44 уголовных производств. Персональных. Ну, они, по-моему, по-разному. Там есть и с обвинительным актом, и заочным, и иногда бывали, принимались решения о прекращении данного производства. То есть на сегодняшний день вот такие результаты по данному направлению. Які гучні справи серед цих 44? Ну, я же вам говорил, там есть производства, которые, они все интересны тем, что они у нас на контроле. Это, опять же, говорил про государственных, по отношению государственных чиновников и правоохранительных органов, которые совершили государственную измену. И также против оккупационной власти, которая совершает преступления против населения, которое в данный момент находится на оккупированной территории. Прізвища хочу. От я знаю, що, наприклад, Білавінцев, так його Ну, був прізвище, такий, ним займається військова прокуратура. Ну, для того, чтобы, я прошу прощения, вас перебью, для того, чтобы разграничить, чем занимается військовая прокуратура и прокуратура Автономной Республики Крым, я вам объясню, что прокуратура Автономной Республики Крым занимается в отношении бывших депутатов Крымского и Севастопольских. По Аксьонову є справа? По Аксенову производство находится в Генеральной прокуратуре. Однако есть и некоторые эпизоды, по которым в том числе и мы тоже занимаемся. Зрозуміло. А саме військовими займається військова прокуратура? Совершенно верно, да. Розібралися. То есть у нас и правоохранительные органы, и государственные служащие. Розібралися. Скільки людей у вас в прокуратурі? Чи вистачає? Бо от пам'ятаю, що в Національній поліції, управління Нацполіції по Криму, яке базується в Одесі, там було щось на 350 кримінальних справ, 3 слідчих. От розуміємо, що це нереально просто, що це таке просто перебирання бумажками, перекладання, може, їх з папки в папку. Ну, производство стало больше, но количество людей, к сожалению, еще не увеличилось. Но этот вопрос мы как бы решаем. Соответствующим письмом Юрий Витальевич обратился к министру внутренних дел, господину Авакову. Я надеюсь, что в ближайшее время это письмо будет рассмотрено. Мы просим о увеличении штата следователей. В поліції? Совершенно верно, Там. да, поскольку... Їх зараз 3, так і є? Нет, их сейчас чуть больше. 5? 6. 6. Да, и многие следственные мероприятия приходится также и прокурорам проводить, хотя они являются процессуальными руководителями. И по нашим нормам они должны выполнять необходимые следственные мероприятия, но вынуждены помогать нашим коллегам-следователям, которых, как вы правильно заметили, в меньшинстве. А прокурорів скільки у вас? Сотрудников прокуратуры на данный момент 35 сотрудников оперативного состава. І ці 35 людей розслідують оці сотні справ, так? Да. Виступають. Достатньо прокурорів? Про поліцію ми почули. Луценко просить Авакова розширити штат, а прокурорів? Мы тоже просим Юрия Витальевича, чтобы у нас тоже увеличили наш штат, поскольку... Ну, надеюсь, что он пойдет. Он уже один раз пошел на определенные... Дело в том, что до моего прихода было 25 оперативных сотрудников. На сегодняшний уже 35. То есть от объема дел, от объема производств, которые появляются в наших производствах, естественно, и появляется необходимость увеличения штата. В данный момент, учитывая, что производство у нас намного больше, чем было раньше, это и не только расследовать эти дела, и поддерживать государственное обвинение приходится нам в судах, и проводить следственные мероприятия. Тем более, учитывая, что это по всей территории нашей необъятной родины, из-за этого мы подали соответствующее прошение Генеральному прокурору об увеличении нашего штата. Вот то, что касается, ну, условно называем, предателей, да, это дела внутренние, ну, национальные дела такие, да, в нашей системе правоохранительной, судебной. Но, насколько я понял, вот дела как раз о военных преступлениях, о чем вы сказали, это уже такой, как бы, международный вариант. То есть с этим Украина должна выходить в международные суды, организации и так далее. Так ли это? Я бы не совсем. Дело в том, что некоторые, как вы назвали их, лица, которые совершили преступления против основ национальной безопасности, они, естественно, фигурируют некоторые и по
делам по военных преступлениях, по которым мы тоже А расследуем. что такое военное преступление? Вот вообще, для меня простого такого зрителя. Ну, это нарушение норм международного гуманитарного права. Мы взяли в основу 4-ю конвенцию, Женевскую конвенцию 1949 года, согласно которому это нарушение против цивильного населения. В данный момент, как мы видим, у нас происходит на территории, оккупированной территории систематическое нарушение прав человека. И в связи с этим в начале этого года к нам обратился Мустафа Джамилев, народный депутат, с заявлением о регистрации уголовного производства по статье 438 статьи Уголовного кодекса, это нарушение правил и обычаев войны, а именно о демографической ситуации на полуострове Крым. А именно, это речь шла о вынужденных переселенцах и перемещенных лицах. Это когда власти, оккупационные власти делают все возможное для того, чтобы перемещать жителей полуострова Крым в Российскую Федерацию, а с Российской Федерации перевозят своих граждан на территорию полуострова Крым. А вот это вытеснение, создание условий для того, чтобы люди уезжали. Мы знаем, статистика достаточно серьезная. Десятки тысяч людей, которые после аннексии вынуждены были выехать из Крыма. Это и украинцы этнические, и крымские татары. Это что? Это преступление по этой конвенции? Или как? Достаточно интересный вопрос. В связи с этим как раз-то и учитывая условия, в которых мы находимся, мы приняли решение о так называемых выездных приемов граждан осуществлять. Вот я сам недавно был в Харькове, где осуществлял прием граждан. Заместитель прокурора Автономной Республики Крым был во Львове, как раз в тот момент, когда отмечалась 73-я годовщина депортации крымских татар. Там он осуществлял прием граждан. Мы таким образом принимаем наших граждан, которые были вынуждены переселиться на материковую часть Украины. Вы собираете информацию о том, почему они должны были уехать, вынуждены были... Совершенно верно, да. Мы устанавливаем, по каким причинам они уехали. Было это ли их желание, либо им создали немыслимые условия, в результате чего они потеряли. Но особо там нас интересует то, что условия, которые создаются на территории полуострова Крым, то, что людей заставляют принимать гражданство Российской Федерации. Это тоже нарушение международных норм. Потому что тем самым они создают условия, когда гражданин Украины вынужден терять свою идентичность. И для того, чтобы не терять эту идентичность, он вынужден переехать. Это и языки, это и церковь, религия. Насчет церкви. Тоже есть какие-то кейсы, которые свидетельствуют о том, что оккупационная власть нарушает религиозные права граждан? Да, у нас есть производство по этому поводу. В частности, это греко-католическая церковь, которая была вынуждена полностью практически переехать с полуострова Крым. Это Киевский, Украинская православная церковь Киевского патриархата, которая у нас есть производство. Вот сейчас мы занимаемся и протестантское направление, по которому, в частности, есть решение, если не забываю... Свидетели Иеговы. И да, в части решения Российской Федерации судов о том, что они являются... Но экстремистами. Да. Вот. А в Крыму много, кстати, Ира, представителей этой конфессии, свидетелей Иеговы, всегда было много. Да, вот Достаточно мы много. по этим направлениям тоже собираем доказательства и проводим следственные мероприятия. А что по преследованиям за религиозными мотивами крымских татар, которых вот мы знаем, да, последние все дела? Организации Хизбут Да, Тахрир. они обвиняют людей в связи с Хизбут Тахриром. Они для этого, как и Меджлис, так и Хизбут Тахрир, значит, они признали, это считается экстремистской организацией в России. И несмотря на то, что никаких действий они не совершали, людей по формально вот этим преследованиям за веру, да, сажают и объявляют террористами. Вот вы отслеживаете эти дела, в отношении этих людей что-то делается, которые этот правовой беспредел там устраивают? Да, у нас есть несколько производств по данному акту, в частности, по Хизбут Тахиру. И ведется следственное мероприятие по всем лицам, которые, на наше мнение, потому что в Украине Хизбут Тахир не является террористической либо иной какой-то организацией. Хотя российская сторона их преследует. И по всем этим фактам вносятся у нас данные в ЕРДР и проводятся следственные мероприятия.
по кожній справі, яка порушується там по Хізбут Тахрір, ви у відповідь порушуєте проти тих, хто порушив там? Я правильно зрозуміла? Чи... Не совсем, однако так. Потому что мы же не можем там по всем остальным делам. То есть мы определяемся, если там действительно есть нарушение тех или иных прав наших граждан, то мы реагируем по этому поводу. А яка перспектива в таких справах? Ну, тобто вони залишаються там, це заочне засудження чи що? Это может быть и заочное засуждение, как вы правильно заметили, и может быть и в перспективе рассмотрения в Международном уголовном суде, поскольку это тоже является военными преступлениями. А как вы относитесь, Гендус, вот именно к той идее, чтобы, ну, по аналогии со списком Магнитского, создавать списки тех, кто преследует граждан Украины в Крыму? Ну, у нас список этот есть в том или ином виде, естественно. И мы особо обращаем внимание в основном на наших бывших чиновников, судей и прокуроров, которые, переходя на сторону оккупационной власти, еще продолжают преследовать наших граждан по различным причинам, этническим, там, религиозным, политическим. И они в нашем поле зрения более, скажем так... Дайте прізвище. Хочу почути конкретні прізвища, конкретні справи. Есть у нас производство, и есть производство, по которому у нас на сегодняшний день уже оканчивается и передается в суд. Не будете казати, які Если саме? позволите, нет. Добре, а от дивіться, останні там новини, де фігурувала прокуратура Криму, це те, що прокуратура Криму розпочала кримінальне провадження по факту зради Антоном Геращенком. От через те, що він у 2015 році на своїй сторінці у Фейсбуці написав, як я розумію, ну якийсь такий пост про те, що можна здати в оренду Севастополь Путіну. Ну, у нас после ситуации с Артеменко пошло повальное такое обращение. Те или иные люди начали обращаться. Дело в том, что Уголовно-процессуальный кодекс новый, как я уже заметил, он, согласно которому, если лицо обращается о тех или иных... Автоматично мы вносите до вносим ЄРДР. ЕРДР. То есть это не означает, что в отношении человека возбуждено уголовное дело, как по-старому это Внесли в говорили. ЄРДР і що щодо Мы проверяем те Геращенко? факты, которые... Місяць вже пройшов. Перевірили? Естественно, мы проводим следственные мероприятия для того, чтобы установить, действительно совершал ли в данный момент народный депутат преступление или нет. Ви його допитували? Уже допрашивали, сейчас еще раз будем допрашивать. Смотрите, Геращенка. І що він каже? Не пропонував? Но я не могу об этом говорить сейчас, поскольку идет следствие. не, есть гораздо более серьезные фигуранты, потенциальные, да, которые, в отличие от Антона Геращенко, реально принимали решения. Артеменко. Той Да. самий. Нет, даже не Артеменко. Которые вот... Мы же понимаем, что мы до конца не знаем всех обстоятельств того, как Крым был аннексирован, да? И вполне возможно, что роли некоторых людей мы не знаем. И в том числе не всех из тех, кто там остались, да? Некоторые, может быть, и здесь. Будет ли какое-то расследование по самой аннексии, по обстоятельствам поведения чиновников, которые не только там остались, но и здесь? Мы на многих чиновников таким путем и выходим, в результате чего у нас и появляются и подозрения, и иные следственные мероприятия, которые возникают у нас, мы проводим. То есть мы этот факт тоже изучаем внимательно. То есть оно у нас в поле зрения есть. Но все равно же в итоге сам факт аннексии, он должен быть как-то расследован более детально, как на ваш взгляд? Естественно, никто этого не возражает. И прокуратура, в частности, Автономной Республики Крым по этому поводу активно проводит следственные мероприятия. Кстати, что вам известно, и прокуратуре, я имею в виду, известно о такой банде головорезов, которая называется «Самооборона Крыма»? Это люди, очевидно, с большой вероятностью, на совести которых были разные действия, но в том числе и убийство зверское Ришата Аметова, который вот недавно был, наконец, как бы ему было присвоено звание Героя Украины президентом страны. Ну да, вы правильно заметили, Ришат Аметов как раз это первая жертва была оккупационной с момента оккупации. Причем, я бы сказал, исходя из материалов уголовного производства, и достаточно невинная жертва. То есть человек... Он на мирный протест Да, он вышел. осуществлял мирный протест, и вдруг неожиданно он исчез, и потом было обнаружено его тело, где были введены признаки насильственной смерти. То есть по этому поводу мы проводим следственные действия. Что касается самообороны Крыма, то, что вы сказали, то это как раз у нас в поле зрения стоит очень четко. Мы проводим
в отношении их устанавливая. Мы на сегодняшний день уже знаем всех практически руководителей этих так называемых самообороны Крыма. Некоторых из них уже установили. Некоторые из них есть уже на материковой части Украины. По этому поводу тоже предпринимаем меры по задержанию этих людей. Ну и думаю, что эта самооборона Крыма одна из немногих, скажем так, людей, которая была причастна к оккупации самого Крыма. Анатолій Могильов, який на той час очолював Раду міністрів Автономної Республіки Крим, от в нещодавному своєму інтерв'ю на 112 каналі сказав, що тут у Києві знали, що готується захват Криму, що він докладав в адміністрацію президента, розмовляв особисто з Наливайченко, але відповіді йому не дали. По-перше, ви якось оцінюєте в своїй роботі дії українських посадовців на момент аннексии? Ну, безусловно. В частности, по поводу высказываний господина Могилева, мы его на этой неделе пригласили к нам в прокуратуру для дачи показаний по данному факту, которому он давал журналистам. Это очень интересно, потому что у нас есть записи, это не только АТР, это показывали разные каналы украинские, когда господин Могилев, в момент, когда зеленые человечки, так называемые, высадились, уже всем было понятно, что там происходит, рассказывал украинскому зрителю, что это какие-то люди, он их не знает. Они взяли его телефон, обещали ему перезвонить. И вот он настолько выглядел таким каким-то сказочным дурачком, будучи при власти, да, он тогда же был действующим главой Крыма фактически. Так, да? і тут друге питання. Щодо самого Могильова, у вас є питання? Не до його свідчень щодо дій української влади, а до самого Могильова є у вас питання? Чи може провадження якісь? Скажем так, у нас ко всем есть вопросы, вопросы по отношению к всем людям, которые причастны к тем или иным деяниям, которые способствовали оккупации Крыма. А він причастен? Я не могу об этом сейчас вам говорить. А от Грач, наприклад, я просто читаю там, що і до нього, це колишній такий відомий в Україні комуніст, до нього спершу зверталися ті, хто летів з Москви в Крим. До нього є у вас питання? Чи може якесь провадження? Хочу почути конкретику. Конкретика такова. Все люди, которые знают ту или иную информацию о событиях, произошедших в Крыму, все нам интересны. И мы ко всем будем задавать вопросы, те, которые еще не задали. А вы по Могилеву давно планировали, да, допросить его? Могилев уже был неоднократно допрошен, еще до моего прихода. И вот у нас появились новые обстоятельства в связи с тем. Вы понимаете, у нас в рамках уголовного производства мы можем одного и того же человека по несколько раз допрашивать. То есть у нас разные факты всплывают, и в результате этого нам возникает необходимость их по несколько раз допрашивать. Поймите, Гундус, просто нам, особенно, может быть, мне, я чуть больше отношений к Крыму имею, мне хотелось бы знать правду о действиях должностных лиц, по крайней мере, тех, кто в Крыму какие-то решения принимал. Я не верю людям, которые говорят, что вдруг какая-то аннексия случилась. Мне кажется, они больше были в курсе, и очень важно было бы в итоге какую-то истину нам установить по поводу их действий. Те очевидцы, которые на самом деле были в курсе, они на поверхности, многие из них, многие не на поверхности, они являются фигурантами наших уголовных производств. Уверяю вас, эти все производства будут окончены. Наталя Поклонська є фігурантом? Она фигурантка у нас в производстве и в Генеральной прокуратуре. А ви до того з нею спілкувалися, перетиналися десь? Бо вона ж Ні. працювала в органах прокуратури, тут у Ну, Києві. в прокуратуре Украины перетиналась. много сотрудников работало на то время. Какие, Гундус, ваши амбиции личные, вот как прокурора? Вот, не знаю, там, профессиональная мечта вот на этом поприще, на этой должности? Ну, если говорить о мечте, чтобы произошла деоккупация Крыма. А понятно, задача да. наша такова, чтобы мы сделали все возможное для того, чтобы приблизить это время. Для этого дела мы должны сделать все необходимое, чтобы это происходило. Ну, что касается непосредственно производства, которое у нас есть, хотелось бы, чтобы они были завершены, и завершены были именно в мою каденцию. Это связано и с военными преступлениями, для того, чтобы мы, может быть, в ближайшее время был, может быть, и даже создан военный трибунал по Украине,
Чтобы К там этому они тоже были. надо быть готовым, наверное, в нашей Но мы стране. для этого дела и готовимся. У нас активно на регулярной основе проводятся семинары, читаются лекции по международному уголовному праву, по международному гуманитарному праву, поскольку до этих событий нас этому не учили, и расследовать подобные дела мы не могли. Мы делимся опытами и наших коллег и в Боснии и Герцеговине, и в Грузии, и в этом направлении идем. А это правда, что вы в своей прокуратуре даете дополнительное образование по международному праву своим сотрудникам? Да. Як саме це відбувається? Це якісь курси? Чи ви Это мы обращаемся, в частности, в Киевский институт международных отношений. Пользуясь случаем, хочу их поблагодарить, где они отправляют к нам своих преподавателей, специалистов в области международного гуманитарного права, которые нам читают эти лекции. Это Хельсинкский союз по правам человека, который нам читает лекции по защите прав граждан. Потому что многие производства у нас, принцип неотвратимости мы осуществляем через заочное обвинение. Поэтому для того, чтобы не нарушать права человека, прокуроры в том числе проходят курсы о знании конвенции, Европейской конвенции по правам человека. Вы были прокурором долгое время в Одессе. Да. И как бы вы были прокурором на земле, да? А сейчас вот ваша нынешняя работа, насколько сильно она отличается вообще от работы обычного прокурора? Если откровенно, то существенно. То есть нам приходится переучиваться заново, не только мне, но и всему коллективу прокуратуры Автономной Республики Крым, вырабатывать новые методы и методологию этой работы, поскольку мы с этим раньше не сталкивались. И, возможно, последний вопрос, Ира, Ні, задавайте. просто мені підказують, що треба завершувати вже Я наш хотел ефір. спросить просто один маленький момент. Вы говорите, что вы опытом международным интересовались. Что-то похожее на аннексию Крыма вообще существует в международном праве? Или это вообще все новые абсолютно прецеденты? К сожалению, это новое, поскольку если взять, сравнивать с той же Приднестровьей, Осетией, Абхазией, там, Нагорным Карабахом, то это не идентично, как многие думают. Это совсем другая... Це створення таких Совершенно верно, да. псевдореспублік, То есть это псевдодержав. происходила агрессия и захват. Совсем другая... Анексія не відбувалася. Ну, мы это считаем, аннексия не совсем корректна, поскольку есть резолюция ООН о том, что территория временно оккупирована. Вот. А мы в своих терминологии употребляем оккупация. Вообще то, чем вы занимаетесь, это можно назвать юридической войной? Да, Я желаю вам успехов в этой войне. спасибо. И вашему батальону, Спасибо большое. который называется Прокуратура Автономной Спасибо, что- Республики Крым. Спасибо, что пригласили. Дякуємо вам, дякуємо нашим глядачам за те, що весь вечір ви сьогодні були з нами. Зустрінемося наступного вівторка я та Айдер. Ну а кожен вечір вас чекають нові ведучі в цій студії. До побачення. До побачення. Мен Қырымда doğdum, Ахмечит шерінде. Балалықтан ватан деп, өзіміздің ватанымызда яшайжақмыз деп үміт еттік. Өле болып келді жеңіс.